Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Люди, народ Туркменистана, когда вы осознаете, что пока мы с вами не начнем решать свои проблемы, за нас эти проблемы никто не решит. Правовой системы в Туркменистане нет. Вы поймите, что этим душегубам, отцу и его недоумку сыну, народ с его проблемами и нуждами не интересен. Вы же видите лицо сына Харамдага, этого наркозависимого, закомплексованного, неуверенного в себе якобы президента. Сердар, я к тебе обращаюсь. Ты что думаешь, если ты сидишь перед камерой, сложа свои руки за столом и каждый день изображаешь контроль за событиями в стране, общаясь с твоими министрами, читающих записанные тексты, в стране что-то меняется. Смотришь в телевизор, но по твоей отрешенно зажратой морде четко видно, что тебя на самом деле ничего не волнует. Твой отец вот так же просидел с 2006 года по 2022 год. Это 16 лет. И что поменялось в стране? Люди, женщины, вы поймите, что мы с вами должны менять нашу жизнь. Хочу вам рассказать, как власти нашей страны обязывают платить алиментов бабушек. Почему мать мужа или мать жены должны платить алименты? Внуков рожали что, по требованию бабушек? Более того, есть случаи, когда бабушки выплачивают алименты. И мало этого, им просто не дают общаться с этими внуками. Это что такое, Сердар? Ты с твоим отцом чем вообще думаете? Почему государство, которым вы руководите, обязывают женщин, уже вырастивших своих детей, выплачивать алименты внукам? У любого ребенка есть родители. Если у родителей нет работы, это государство обязано заботиться о детях, обязано трудоустроить как женщин, так и мужчин. А иначе с каких доходов платить алименты? В какой нормальной стране судебные приставы приходят в дом бабушки и начинают описывать ее имущество в счет долгов по алиментам сына или дочери? Вы вообще в своем уме? Ты и твой отец не обеспечили наше население работой. Вы заняты только тем, что неустанно набиваете свои карманы, а в это время пожилые женщины выплачивают алименты на внуков. Сердар, это ты, как руководитель страны, обязан обеспечить народ рабочими местами. Это ты обязан создать условия, чтобы люди получали зарплату. Да, ситуации в жизни бывают разные. Да, мужчины и женщины имеют право как пожениться, так и развестись. Но бабушки не должны содержать внуков ни при каких обстоятельствах. Своих детей они уже вырастили. Сердар, у тебя нет рабочих мест как для мужчин, так и для женщин. Ты видишь эти огромные очереди перед посольствами России и Турции? Количество желающих уехать молодежи в разы больше, чем тех, кто бы хотел вернуться на родину. Люди не от хорошей жизни бегут в другие страны. Ты понимаешь это или нет? Что мужское население у тебя в стране без работы, а у них дети, и они должны их обеспечивать. Мужчины уезжают в поисках заработка, а наши женщины, вам двум негодяям, вынуждены сутками петь песни. Это позор туркменского народа, когда вот такие два урода, как вы, требуют от наших женщин ежедневного восхваления, восхищения и похвал в ваш адрес. У вас деньги, у вас возможности, а остальные мужчины в нашей стране – это никто? И вы им не даете ни работы, ничего. Одни проблемы и одно бесправие. Женщины, за свою семью, за своих детей мы должны бороться.
Если человек не работает, дураку понятно, что он не может платить. И в подобных случаях помощь должно оказывать государство, начиная с того, что человек должен быть зарегистрирован на бирже труда. Государство обязано заниматься своим народом. Государство – это не ваш приусадебный участок, Сердар, не твой и твоего отца и всего вашего Турхума. В Туркменистане живут люди, вы это понимаете или нет? Ты со своим отцом разработали схему грабежа людей, когда только для того, чтобы увидеть своих детей, люди обязаны заплатить в государственные, медицинские, социальные структуры уйму денег. На какой закон вы опираетесь? Вы опять придумали очередную возможность грабить народ? Для чего отец или бабушка должны пройти медицинскую комиссию, собрать подписи от всех специалистов, начиная от окулиста, невропатолога, кардиолога, предоставлять вам справки с психдиспансера, наркологического диспансера, туберкулезного диспансера, кожно-венерологического диспансера. А ведь это все стоит 400 манат. А если он или она болеют, тогда что? Детей видеть не разрешено? Сердар, ты сам наркозависимый человек, и отец твой такой же. И что, разве народу это не мешает терпеть вас уже второй десяток лет? Мало того, что люди вас терпят, но и ваши дети тоже вас видят и все знают, что вы два больных человека, и тебя не отстраняют от твоих детей. А ведь ты являешься собой очень отвратительным примером арычного забулдыги и обкурыша. Помимо этих справок, вы людей обязали получить справку с ЗАГСа, предоставить справку о семейном положении из Дома управления. Везде очереди, люди сутками стоят. Твои комиссии смотрят, в каком состоянии дом. Понятно, что дома наших людей – это не ваши дворцы. Должна прийти комиссия из Горсеса, и общая сумма всех этих справок достигает 500 манат. Плюс, если хотят родственники общаться с этими детьми, и им надо тоже собирать справки и тоже платить по 500 манат. Когда люди начинают требовать, то твои работники сразу начинают угрожать и говорят: вы слишком много требуете, у вас прям такие права. Что, совсем страх потеряли? На каком основании Хикимлик обязывает пожилых женщин платить алименты? Сердар, тебе не стыдно? Ведь ты тоже вроде бы отец. Ты понимаешь, что вообще происходит в государстве? Людям детей не показывают. С 10 числа каждого месяца начинают бегать твои судебные исполнители и требуют алименты у бедных бабушек, чьи сыновья должны оплатить алименты. И если нет денег, забирают вещи из дома. Потом эти же сотрудники перепродают эти вещи по дешевке. Люди, народ Туркменистана, эта власть за эти годы обозлила вас, и вы готовы друг друга уничтожить. А ведь во всех бедах и проблемах вашей жизни виновата власть. Виноваты эти два изверга, мерзавца, которые стоят у власти нашей страны и безнаказанно ломают судьбы нашего народа. Поэтому мы не друг с другом должны соперничать и бороться, а мы должны свернуть шею режиму диктатуры харамдагов. Народ имеет право. Халкын хакы var.